Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Таджикистан решил увеличить свою армию в 3 раза. Между тем, жертвы врачебных ошибок призывных комиссий умирают в нищете, без помощи государства. Я помню, в больнице после диализа принесли документы и сказали: мы освободились от этого солдата. Отец выдавал ее за мальчика, чтобы она могла заниматься любимым делом – играть в сквош. История девушки, которая бросила вызов традиционному обществу и, несмотря на угрозы талибов, стала спортивной гордостью Пакистана. На улице меня незаметно сопровождали телохранители, а на крышах вокруг сквош-корта сидели снайперы. Беженцев из Сирии в Европе больше не будет. Евросоюз и Турция договорились покончить с потоками мигрантов. Цена вопроса – 6 миллиардов евро помощи и ее скорейшее вступление в ЕС. Я хотел бы объявить о решении лидеров стран Евросоюза положить конец волнообразному наплыву мигрантов. Мария Шарапова публично призналась в употреблении допинга. Мировые бренды в срочном порядке разрывают рекламные контракты с самой дорогостоящей спортсменкой мира. Последние 10 лет я принимал лекарство под названием Милдронат. Таджикистан намерен увеличить численность своей армии в 3 раза. Об этом сообщили СМИ российские военно-дипломатические источники. Численность таджикской армии может возрасти с нынешних 6 тысяч до 20 тысяч военнослужащих. Источники сообщают, что этот процесс начался еще в ноябре. В основном увеличение штата личного состава и его вооружения происходит за счет поставок из дислоцированной в республике 201-й российской военной базы. Численность российских военных в Таджикистане, наоборот, будет сокращаться, а оружие будет передаваться таджикской армии. Сейчас в срочном порядке идет переподготовка таджикских военных. Только за последнее время была подготовлена почти 1000 специалистов. Это водители современных танков, наводчики реактивных систем. Предполагается, что усиленная таджикская армия будет готовиться не только для отражения угроз, идущих из Афганистана, но и для поддержания внутренней стабильности. Между тем, формирование таджикских вооруженных сил происходит по старинке. Новобранцев нередко забирают на службу в результате милицейских облав, а сотрудники медкомиссий военкоматов отправляют в армию даже непригодных. На днях в Душанбе были оштрафованы сотрудники военкомата, допустившие до службы новобранца с острой почечной недостаточностью. Также врачей, проводивших медосмотр, лишили права на ведение медицинской практики. Пострадавший от их произвола солдат сегодня находится в крайне тяжелом состоянии и может умереть в любое время. Подробности у нашего корреспондента Анушервона Арипова. Когда сделали УЗИ на медосмотре, девушка сказала, что у меня больные почки. Врач посмотрел результаты УЗИ и сказал, что мне нельзя в армию. Эмомедина Холова признали годным к несению военной службы, несмотря на то, что у молодого человека уже в военкомате диагностировали тяжелое заболевание почек. В таком состоянии его должны были сразу госпитализировать. Однако вместо этого отправили в учебную часть на востоке страны. Для выполнения плана призыва на его болезнь закрыли глаза, считает Эмомедин. В 6 утра подъем, надеваешь берцы, а снимаешь их только перед отбоем в 10 вечера. С таким диагнозом Эмомедину нельзя было даже ходить, и тяжелые физические нагрузки в учебной части свалили его с ног уже на 2-й неделе. После 3 месяцев лечения молодого человека комиссовали, чтобы более не тратить деньги на больного солдата, утверждает парень. Я помню, в больнице после диализа принесли документы и сказали: мы освободились от этого солдата. Сегодня правая почка Эмомедина не работает вообще, а левая выполняет свои функции только на 15%. Гемодиализ проводят каждые 4 дня. Процедура стоит около $45, и его семье находить деньги с каждым разом все труднее. А еще нужно постоянно покупать с десяток видов лекарственных препаратов. Раньше мы брали в долг у людей, они нам давали, думали люди, что он поправится. Сейчас уже никто не дает в долг на гемодиализ. Шамсидин Холов готов сегодня отдать свою почку старшему брату, но чтобы провести операцию, им нужно не менее $10 000. Письма в Министерство обороны страны и благотворительные организации с просьбой о помощи пока остались без ответа. А оперировать нужно как можно скорее. Эмомедин может умереть в любой момент. Из-за переживаний за сына в прошлом месяце от инфаркта скончался его отец. Если он себя хорошо чувствует, мы меряем давление 4-5 раз всего. Если становится хуже, то 10-12 раз. Виновные в таком состоянии молодого человека сегодня осуждены по статьям халатность, подлог, бездействие и злоупотребление властью. Но по словам семьи парня, потеря должностей, лишение права на медицинскую практику сроком на 2 года и штрафы, самый крупный из которых около $1400, слишком мягкое наказание.
Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Как сообщает кыргызская служба «Радио Свобода» Азатык, в Кыргызстане за последнее время резко сократилось количество женщин, которые служат в милиции. Сейчас их число не превышает 12% от общего числа сотрудников, хотя недавно эта цифра была в разы больше. В этом году в Академию МВД было подано в 3 раза меньше заявлений от девушек. Это своеобразный антирекорд для республики. Снижение числа женщин-милиционеров связывают не только с тяжелыми условиями службы, но и набирающими популярность в кыргызском обществе традиционными представлениями о роли женщины. Конечно, женщинам труднее, тем более среди мужчин. Но у нас нет деления на мужчин и женщин. Принял присягу работать днем и ночью наравне с мужчинами. Все больше сторонников традиционного воспитания для девочек и девушек появляется и в Казахстане. Уроки казахского воспитания теперь можно получить не только в семье. В Астане открылся женский институт культурно-нравственного воспитания «Казак-кызы». В переводе на русский это значит «казахская девушка». Что она должна знать и уметь, узнавали наши коллеги. Вот, болды, молодец. Куляш Апа учит 7-летнюю внучку Карину шить одежду для кукол. В русскоязычной семье первоклассницы Карины бабушка – единственный человек, с кем она говорит по-казахски. Кроме обучения шитью, Куляш Апа старается привить Карине ценности традиционного воспитания, благонравия. Девочка в первую очередь должна знать наши обычаи и традиции. У мальчиков есть своя миссия. У девочек тоже. Она слушает, когда бабушка говорит ей что-либо. Все знают, что нельзя бегать, громко говорить, когда в дом приходят гости. Все вместе садятся за стол, вместе совершают ритуал благодарения за пищу. Все это воспитание для ребенка. Я говорю, что эти качества она не должна растерять, когда вырастет. Куляш Апа и Ханапия Ахсакал воспитали 5 детей. Сейчас у них около 15 внуков и правнуков. Уже 3-й год старики живут в доме младшего сына Каната. Глава семейства Канат занят на работе. Ему нравится, что его мать воспитывает дочерей в традиционном национальном духе. Жители Астаны иногда критикуют за незнание казахского языка и обычаев, за то, что в погоне за карьерой и деньгами стали меньше участвовать в воспитании детей. Некоторые семьи нашли способ восполнить эти пробелы. 11-летняя Амина в вышивке и игре на домбре обучается в Институте культурно-нравственного воспитания «Казак-кызы». Девочки, которые, как и Амина, посещают занятия в институте, осваивают ораторское искусство, изучают обычаи и традиции и этикет. Воспитание современных казахских девушек. Воспитывать в соответствии с требованиями времени. Наши девушки должны хорошо освоить наши традиции, получить знания по истории и литературе. Получая знания по общей этике, девочки учатся вести себя правильно в обществе, за столом. Наши девочки должны знать, как одеваться, как вести себя. Мать Амины, Гульшат Байзакова, привела дочь в институт недавно. Она работает экономистом, говорит, что казахскому национальному рукоделию научилась от своей бабушки. Благодаря ей знает казахские обычаи и традиции. Женщина считает, что эти ценности нужны в жизни. Я и хотела вот это научить, передать. Это наши корни, истоки, в которых мы стоим, двигаемся, дышим. В то время как воспитанницам института «Казак-кызы» стараются привить уроки бабушек, внуки Куляш Апы это воспитание получают дома. Они не такие. Если нужно, подойдут, скажешь отойти, отойдут, ни во что не вмешиваются. Одна моя русская невестка говорит: вы так сделали, что они ничего лишнего не берут. Вы, наверное, и сами заметили, какие они. Убирают свои игрушки, задают мне различные вопросы, я отвечаю. Пакистанская спортсменка Мария Турпакай-Вазир преодолела невероятные трудности, чтобы попасть в большой мировой спорт. В детстве отец выдавал ее за мальчика, чтобы она могла заниматься любимым делом – играть в сквош. История девушки, которая бросила вызов традиционному обществу и, несмотря на угрозы талибов, стала спортивной гордостью Пакистана, в нашем следующем репортаже. Для многих сквош – это просто игра. Но для 25-летней Марии Турпакай-Вазир это страсть, которая стоит того, чтобы буквально рисковать жизнью. На улице меня незаметно сопровождали телохранители, а на крышах вокруг сквош-корта сидели снайперы. Несмотря на угрозы со стороны боевиков Талибана, Мария стала чемпионкой Пакистана по сквошу.
Ей говорили, что по исламским законам девочки не могут заниматься спортом под страхом смерти. Это не единственная проблема для девочки, родившейся в ультраконсервативном регионе Пакистана, в Вазиристане. Большинство ровесниц Марии обречены сидеть дома, но ее это не устраивало с самого раннего детства. Когда мне было 4,5, я отказалась надевать женскую одежду и постриглась. Тогда мой отец понял, что я чем-то похожа на мальчика. Отец поддержал дочь в ее желании заниматься спортом. Он просто представлял стриженную девочку как своего сына. Он выбрал ей вымышленное имя, вполне соответствующее ее характеру – Чингисхан. Если кто-то ударит моего брата, я очень разозлюсь. Я часто дралась с мальчишками до синяков. Мне даже накладывали швы. Бойцовский характер очень помог Марии, когда она открыла для себя вид спорта, изменивший ее жизнь. Свое настоящее имя и пол она раскрыла только когда она попала в Академию сквоша в Пешаваре. 3 года спустя Мария стала лучшей по игре в сквош в Пакистане и 3-й в мире среди молодежи. Однако этот успех принес новые угрозы со стороны Талибана. У меня были проблемы с тем, чтобы выйти на улицу. Положение в стране было тяжелым. Взрывались бомбы, люди не чувствовали себя в безопасности. Мария понимала, что ей нужно уезжать из Пакистана. В течение 3 лет она рассылала имейлы в сквош-клубы по всему миру в поисках безопасного места для тренировок. К ее удивлению, на одно из них откликнулся легендарный игрок сквош Джонатан Пауэр. Он пригласил ее переехать в Канаду и предложил стать ее тренером. Это было предначертано Богом. Моя самая первая ракетка была подписана Джонатаном Пауэром, и первый ответ на мои письма пришел именно от него. Сейчас Мария живет и тренируется в Торонто. При этом она отказалась выступать за национальные команды Канады и Кувейта. Она твердо хочет представлять свою родную страну. Я хочу послужить примером для девочек. Я хочу, чтобы женщины подняли голову и начали реформировать нашу страну. Твердый и решительный характер Марии в полной мере проявился на Южноазиатских играх в феврале. Играя с травмой, она принесла сборной Пакистана серебряную медаль. Сейчас она занимает 49-ю строчку в мировой классификации, но к концу года надеется ворваться в десятку. У нас есть таланты. С Божьей помощью через 2 года я стану чемпионкой мира по сквошу. Марию отличает страсть и уверенность в себе. Она надеется стать образцом для подражания как на корте, так и вне его. Ее цель – покончить с дискриминацией девочек и женщин на ее родине в Пакистане. Александр Орлов, Стюарт Грир, Рияз Гул. Настоящее время Азия. Далее в программе. Беженцев из Сирии в Европе больше не будет. Евросоюз и Турция договорились покончить с потоками мигрантов. Цена вопроса – 6 миллиардов евро помощи и ее скорейшее вступление в ЕС. Я хотел бы объявить о решении лидеров стран Евросоюза положить конец волнообразному наплыву мигрантов. Мария Шарапова публично призналась в употреблении допинга. Мировые бренды в срочном порядке разрывают рекламные контракты с самой дорогостоящей спортсменкой мира. Последние 10 лет я принимал лекарство под названием Милдронат. Турция и страны Евросоюза договорились об окончательном решении проблемы беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока. На переговорах в Брюсселе было принято решение о закрытии так называемого балканского маршрута передвижения мигрантов. В первую очередь это касается тех, кто добирается в Европу по морю. Лидеры Евросоюза не скрывали своей радости по поводу достигнутых соглашений. Во-первых, я хотел бы объявить о решении лидеров стран Евросоюза положить конец волнообразному наплыву мигрантов. Это означает, что неконтролируемого движения беженцев через Западные Балканы больше не будет. У сирийских беженцев больше не будет стимула платить преступникам за переправу по морю. Таких мигрантов не просто будут отправлять обратно в Турцию, но и переместят в конец списка на получение убежища. Теперь всех беженцев, которым не удалось получить разрешительные документы в Европе, будут отправлять в Турцию, которая со своей стороны обязуется перекрыть свои морские границы и бороться с нелегальными перевозчиками. Я уверен, все сложности будут решены в результате нашего сотрудничества. Турция готова работать вместе с Евросоюзом и также готова стать членом Евросоюза.
На сегодняшнем саммите мы надеемся обсудить не только проблему с мигрантами, но и вступление Турции в ЕС. Это станет поворотным моментом в наших отношениях. Турция отныне обязуется отправлять всех беженцев со своей территории в страны их проживания. На решение проблемы мигрантов Европейский Союз выделит Турции почти 6 миллиардов евро. Также европейские лидеры пообещали турецкому правительству в срочном порядке принять страну в Евросоюз. Отмена виз между Европой и Турцией может произойти уже к лету. Однако некоторые лидеры европейских стран заявили, что путь в Евросоюз простым не будет. Облегчение визового режима может случиться, я подчеркиваю, может случиться в июне, но для этого Турции необходимо соответствовать 72 критериям. И только в этом случае визы отменят в июне. Также на саммите было решено выделить значительную помощь Греции, которая больше всех остальных пострадала из-за миграционного кризиса, поскольку на нее пришелся основной поток беженцев из Сирии. Греция получит 700 миллионов евро на ликвидацию последствий. Греции предъявлены требования в двухлетний срок установить полный контроль над своими границами. В противном случае соседние европейские страны имеют право закрыть свои границы с ней. Что принесут Турции новые соглашения? О непростом европейско-турецком торге, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Григорий Жигалов. Что получает Турция? И вот это самое интересное. Еще 3 миллиарда евро в дополнение к 3 предложенным ранее на решение проблемы мигрантов. Итого выходит 6 миллиардов евро. Плюс переговоры про вступление Турции в Европейский Союз. Плюс безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом, как только договоренности будут окончательно закреплены и вступят в силу. Интересно, что по мнению некоторых европейских аналитиков, если бы турки озвучили такую свою цену еще несколько месяцев назад, а не в понедельник утром, прямо перед началом саммита, европейские лидеры просто закончили бы переговоры. Но турецкой делегации удалось убедить ЕС в том, что Турция нужна Европейскому Союзу больше, чем Европейский Союз нужен Турции. И в результате неожиданно озвученные требования Турции по принципу «Окей, мы хотим большего, но взамен готовы предложить больше», сломали всю предварительную повестку дня. Саммит затянулся до поздней ночи. Достигнутые договоренности пока что предварительные, окончательные. Их планируют оформить на следующей неделе на плановом саммите Европейского Союза, на который также планирует приехать делегация Турции. Тем временем в Сирии исламистам из террористической организации Джабхат ан-Нусра удалось начать масштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск в провинции Алеппо. Террористы из ан-Нусры уже отбили ряд ключевых высот и захватили стратегически важный населенный пункт Аль-Аис. Агентство Рейтер со ссылкой на Сирийский совет по надзору за правами человека сообщает, что в этих столкновениях погибло большое количество людей, хотя точное число жертв не указывается. Днем ранее СМИ сообщали, что боевики протурецкой группировки Джейш Аль-Фатх при поддержке артиллерии турецкой армии выбили войска Асада со стратегически важной высоты Аль-Навара на севере провинции Латакия на турецко-сирийской границе. Эта высота была захвачена с большими потерями сирийской армии всего 10 дней назад. Боевые действия в Сирии происходят в период режима прекращения огня. Госсекретарь США Джон Керри потребовал от российских властей немедленно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко, которая объявила сухую голодовку в российской тюрьме. Его заявление было опубликовано на сайте Государственного департамента. Керри также заявил, что содержание Савченко под стражей и суд над ней является нарушением Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине. Я глубоко обеспокоен состоянием здоровья и положением украинской летчицы и депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которая с пятницы отказалась принимать пищу и воду в знак протеста против ее дальнейшего содержания под стражей Российской Федерации. Надежда Савченко объявила сухую голодовку после того, как суд ей отказал в последнем слове. Напомним, что российская прокуратура просит для летчицы 23 года лишения свободы. Ее обвиняют в причастности к гибели российской съемочной группы. Это не первая голодовка, которую проводит Надежда Савченко, но именно она вызывает больше всего опасения у адвокатов и мировой общественности. С подробностями из Ростовской области наш корреспондент Елена Романова. За моей спиной вы видите тот самый Новочеркасский следственный изолятор, где уже более полугода содержится украинская летчица Надежда Савченко. Сегодня 8 марта и идет 4-й день ее сухой голодовки. Голодовка Надежды Савченко очень сильно встревожила тех, кто следит за этим процессом. Дело в том, что Надежда уже более 2 месяцев отказывается принимать пищу. Она принимает только специальные смеси, чтобы сохранить здоровье и, как по ее собственным словам, дожить до конца этого суда. Вчера Надежду Савченко в следственном изоляторе
изоляторе посетил ростовский омбудсмен. Здесь был священник, а также представители общественной наблюдательной комиссии. Они поговорили с Надеждой, оценивать ее самочувствие они не могут. Все ждут, что скажут украинские врачи. Сегодня в Новочеркасск должны прилететь украинские врачи, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится Надежда. По словам тех, кто общался с Надеждой в последнее время, она говорит, что чувствует себя хорошо. К сожалению, много курит, много гуляет, но настроена очень решительно. Елена Романова. Настоящее время. Тем временем во многих европейских городах сегодня прошли акции в поддержку Надежды Савченко. Особенно многолюдными были демонстрации в Украине, на родине летчицы. Поддержать Савченко в Киеве вышли на улицы тысячи людей. Среди них и те, кто по подобным обвинениям провели по несколько месяцев в плену у донецких сепаратистов. Акции протеста в поддержку украинской летчицы прошли в Москве, несмотря на запреты властей. Накануне вечером в центре российской столицы у здания ФСБ были арестованы сразу 20 активистов, которые вышли на пикет с портретами Савченко и украинскими флагами. Также плакатами с портретом летчицы оказались оклеены многие остановки в Москве. Теннисистка Мария Шарапова не прошла допинг-пробу. Об этом она заявила на экстренной пресс-конференции в Лос-Анджелесе, которую провела по собственной инициативе. Шарапова заявила, что на протяжении 10 лет принимала лекарство Мельдони. Это препарат, который был разрешен до 1 января 2016 года. По словам спортсменки, она принимает его по рекомендации семейного врача. Крупнейшие мировые спортивные бренды уже заявили, что разрывают рекламные контракты Шараповой. Подробности в репортаже Рейтер. Самая высокооплачиваемая спортсменка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, вечером в понедельник собрала срочную пресс-конференцию в Лос-Анджелесе. Многие журналисты ожидали, что она объявит о завершении карьеры и уходе из большого тенниса. Однако их ожидала совсем иная новость. Я хотела сообщить вам, что несколько дней назад я получила письмо от Международной Федерации Тенниса о том, что я не прошла допинг-пробу на Australian Open. Я действительно не прошла тест, и я целиком и полностью несу за это ответственность. Последние 10 лет я принимала лекарство под названием Милдронат, которое мне прописал наш семейный доктор. И несколько дней назад, после получения письма, выяснилось, что он также называется Мельдони, чего я не знала. Важно понимать, что в течение 10 лет этот препарат не был в запрещенных списках, и я принимала его легально все эти годы. Но 1 января правила изменились, и Мельдони признали допингом, о чем я не знала. Милдронат был изобретен в 1970-х годах в Институте органического синтеза в Латвии и до сих пор остается популярным в республиках бывшего Советского Союза. Его, в числе прочего, прописывают при болях в груди и сердечных приступах. В США употребление препарата запрещено. По словам Шараповой, Мельдони ей прописали в 2006 году, когда спортсменка часто болела гриппом. Также врачи обнаружили у нее ранние симптомы диабета и нарушение кардиограммы. С 12 марта теннисистка временно отстранена от всех соревнований. Ее дальнейшую судьбу будут решать спортивные чиновники. Компания Nike, соглашение с которой крупнейший рекламный контракт спортсменки, также объявила о приостановке сотрудничества с ней до окончания расследования Международной Федерации Тенниса. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.